Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Проверка готовности сил и средств, задействованных в чрезвычайных ситуациях. В Ленске провела работу межведомственная рабочая группа КЧС Республики. В столичном центре современной нефрологии и диализа создали комфортные условия для прохождения процедуры гемодиализа. Мой коллега побывал в зеленой зоне центра. За путевку в финал будут бороться 5 участников. Нерюнгринский медицинский колледж выступил в качестве площадки для проведения соревнований «Обилимпикс». Якутия участвует в работе национального проекта «Производительность труда». Наш корреспондент расскажет о первых результатах. Школьники из Абыйского УСа завоевали престижные звания от лауреатов до титулов Гран-при. В Москве завершился 5-й международный фестиваль-конкурс «Таланты России». Владимир Путин обсудит с Кабмином реализацию программ в строительной сфере сегодня. Сейчас в России существует ряд механизмов, призванных стимулировать строительство. В жилищной сфере действуют меры поддержки застройщиков. Среди них программа «Стимул», за счет которой в новых жилых микрорайонах возводят школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводят инженерные коммуникации. Кроме того, на федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов, так называемое инфраструктурное меню для развития коммуникаций и жилищного строительства. У регионов есть возможность привлечь средства через инфраструктурные бюджетные кредиты или облигации и использовать деньги Фонда национального благосостояния. Авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Глава ведомства также отметил, что местные перевозчики на данный момент потеряли 78 самолетов, которые арестовали за рубежом. Всего самолетов в стране в 111 авиакомпаниях было 1367, сказал Савельев. Размер материальной помощи на газификацию увеличат до 150 тысяч рублей. Глава Якутии на совещании регионального штаба по соцгазификации рассмотрел вопросы наличия газового оборудования в районах, а также поддержки малообеспеченных граждан на его приобретении. Айсен Николаев поручил Минпромгеологии совместно с Минпредом провести работу с предпринимателями, занятыми реализацией газового оборудования. В частности, обеспечить необходимый объем для нужд населения и сдерживания цен. Также глава региона поручил в ближайшие дни предусмотреть дополнительное финансирование для поддержки малообеспеченных и отдельных категорий граждан. В частности, предлагается увеличить размер матпомощи на газификацию до 150 тысяч рублей. На станцию Нижний Бестях прибыло 200 тонн муки. Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров сегодня, 23 марта, на брифинге по вопросу продовольственной безопасности сообщил, что по данным Якутопторга на станцию Нижний Бестях прибыли 3 вагона с мукой и уже выгружены. Один вагон с 67 тоннами сахара должен прийти на станцию сегодня. В настоящий момент в пути следования находится всего 18 вагонов с мукой, предназначенными для Якутопторга. Между тем, в Якутии перевозка грузов по зимникам подходит к завершающему этапу. В настоящее время автомобильным транспортом доставлено свыше 642 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, что составляет 79% от плана. Завоз проходит в штатном режиме. С учетом природно-климатических условий уже с первых чисел апреля начнется снижение грузоподъемности в центральных районах республики, в арктических районах 30 апреля. В навигацию 2022 года на реке Вилюй прогнозируется мелководье. В связи с этим туда осуществляет опережающий завоз топливно-энергетических ресурсов. Национальные проекты в республике реализуются по плану и в срок. Как подчеркнул на совещании по социально-экономическому развитию глава региона Айсен Николаев, обязательства перед населением должны быть исполнены полностью. Сумма ежемесячных пособий будет зависеть от дохода и может составить от 50 до 100% введенного в регионе прожиточного минимума. Мера очень действенная, и она будет охватывать, по нашим расчетам, порядка 40 тысяч семей с детьми. Потребуется дополнительное финансирование со стороны республики, но львиная доля расходов будет обеспечена за счет субвенций из федерального бюджета.
Накануне в Ленске работала межведомственная рабочая группа КЧС Республики. Рабочая поездка проходила в преддверии поводкоопасного и пожароопасного периодов. Представители правительства проверили готовность сил и средств Ленского звена, задействованных в чрезвычайных ситуациях. Итоги приезда смотрите в нашем сюжете. Первым делом рабочая группа отправилась на осмотр готовности сил и средств, задействованных для выполнения задач по пропуску половодья в Ленском районе. В этом году техника была выставлена на площади Ленина. В ходе смотра было проверено знание всех подразделений своих обязанностей. По результатам смотра замечаний по готовности к пропуску паводковых вод ни у кого не возникло. Можно оценить, что в принципе силы и средства готовы к проведению всех мероприятий. Дай бог, чтобы у нас чрезвычайной ситуации не произошло в вашем районе. Но, как говорится, подготовка всегда должна присутствовать. После смотра в районной администрации состоялось рабочее совещание, где члены правительства обсудили с присутствующими два главных вопроса. Это подготовка к вскрытию реки и готовность к пожароопасному сезону. Что касается первого, то вскрытие реки в Ленском районе по предварительным данным ожидается с 9 по 12 мая. Опасения вызывает тонкий лед и количество снега ниже нормы. Когда будет меньше, весенний переток, скорее всего, могут быть заторы. Малая вода, ледоход идет очень трудно, и, конечно же, мы можем встретить серьезные заторы. Готовность у нас есть. Мы, при образовании крепких заторов готовы к подрывным работам. Все превентивные мероприятия уже проводятся. Иннокентий Андросов подчеркнул, что нашему району власти уделяют особое внимание и ситуацию 2001 года точно не допустят. Идет подготовка и к пожароопасному сезону. В этом году идут очень большие подготовительные работы лесопожарного сезона, потому что 2021 год для республики был очень тяжелый. И с сентября 2021 года, после ряда совещаний на уровне главы республики Арсена Сергеевича Николаева, мы получили ряд серьезных поручений, которые отработали за зимнее время. По итогам совещания ответственным по подготовке к паводку лицам были даны рекомендации, которые они должны выполнить до следующего приезда межведомственной группы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Акционерная компания «Алроса», региональное министерство экологии, а также Дальневосточный фонд экологической безопасности будут работать в сфере повышения экологической безопасности в Якутии. Соглашение о трехстороннем сотрудничестве было подписано минувшим днем в Якутске. Ульяна Шагина продолжит. В рамках трехстороннего сотрудничества «Алроса» выступит спонсором различных республиканских мероприятий в области экологии. Финансовая поддержка Дальневосточному фонду экологической безопасности составит 12 миллионов рублей. Одним из ярких примеров совместной работы станут также проекты по поддержке якутской культуры и языка. И не только. Будут выделены со стороны акционерной компании «Алроса» денежные средства на создание художественного фильма, популяризирующего вопрос охраны окружающей среды. Будут изданы соответствующие книги. Точно так же мы окажем материальную помощь и поддержку в оснащении Ильгайского музея соответствующим оборудованием, которое позволит им поддержать соответствующий микроклимат в их музее. Помимо крупных природоохранных задач, таких как реабилитация земель, обращение с отходами, мониторинг качества воды в реках, социальные проекты компании становятся драйвером повышения качества экологического образования среди школьников. В этой части региональное министерство экологии выступит куратором при реализации всех задуманных планов. Мы тут являемся в роли куратора. Мы согласовываем все мероприятия, которые по этому фонду будут проходить. Большинство в течение года будут проходить. Но одно из первых это будет оснащение лабораторный класс в селе Малыкай Нюрбинского района. Работаем плотно с промышленными предприятиями. В части экологического надзора какой вопрос вас интересует? Почти все недропользователи у нас имеют экологические программы. На планах ФХД мы заслушиваем эти программы, отрабатываем, если где-то у них есть недоработки. Консультируем, помогаем. Второй год совместную работу в области реализации экологических проектов с акционерной компанией ведет Дальневосточный фонд экологической безопасности. По итогам прошлого года было проведено 14 различных проектов по экопросвещению, многие из которых будут продолжены и в этом году. Они очень эффективны в плане того, что населению мы проводим экопросвещение совместно с министерством, отделом экологического просвещения. И
помогаем научным проектам, хотим привлечь еще других недропользователей, чтобы они уделяли побольше внимания нашей экологии. Между тем, для компании «Алроса» трехсторонний проект в области повышения экокультуры в республике не единственный. Ежегодно компания реализует до 500 различных социальных мероприятий, значительная часть из которых как раз-таки касаются вопросов охраны природы и экологии. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 392 новых случая коронавирусной инфекции. Из них на Якутск приходится 92 случая, в Мирнинском – 51, в Мегино-Кангаласском – 45, в Алданском – 42, а в Татинском – 24. Еще в 23 районах республики выявили от 20 до 1 заболевшего. Индивидуальный телевизор, интернет и специальный коктейль. Провести 5 часов во время процедуры гемодиализа с максимальным комфортом. Именно такие условия создали для пациентов зеленой зоны в столичном центре современной нефрологии и диализа. В зеленой зоне центра побывал наш корреспондент Иван Лазаренко. К словосочетанию «красная зона» за время пандемии мы привыкли уже давно. А вот с таким явлением, как «зеленая зона», только начинаем сталкиваться. Приказом регионального Минздрава такая зеленая зона открылась в Центре современной нефрологии и диализа. Центр работает с февраля 2020 года. Мы тогда тоже набрали свой пул пациентов, но в связи с тем, что нашу страну накрыла ковидная эпидемия, мы подключились к работе в Центре по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. И вот недавно мы, так как у нас ковид пошел на спад, мы открыли зеленую зону и снова набираем пациентов. В центре сделано все, чтобы пациенту было максимально комфортно. Во время 5-часовой процедуры гемодиализа пациенты имеют возможность пользоваться интернетом и смотреть телевизор. Очень мне повезло, то, что я начала ходить в этот центр. Почему? Потому что вот сами видите само состояние и аппарат, самое главное, из-за аппарата. Он очищает хорошо и так далее. Одной из главных особенностей в работе Центра современной нефрологии и диализа является наличие самых современных аппаратов искусственной почки, на которых пациенты проходят процедуры. Вообще считается, вот эти аппараты 5008S самыми последними разработками. Они действительно очень хорошо себя показали. Пациенты себя чувствуют на этих аппаратах довольно комфортно. Также очень важным является то, что в центре функционирует собственный цех дополнительной очистки воды, которая применяется во время процедуры диализа. Отметим, что Центр современной нефрологии и диализа ведет активную совместную работу с центральными районными больницами по диагностике и сопровождению диализных больных. Наш центр, помимо гемодиализной процедуры, проводит и моменты раннего выявления. То есть в рамках раннего выявления с нами заключили 8 центральных районных больниц соглашение о сотрудничестве и об открытии кабинета нефролога. То есть на основании данного соглашения мы проводим консультации, нефролога проводится на местах, то есть наши врачи выезжают в районы. И при выявлении пациентов мы планово начинаем их диспансерно наблюдать и при необходимости госпитализировать. В настоящее время пропускная способность столичного дневного стационара центра составляет более 100 человек в сутки. Прием пациентов ведется в 3 смены. Ведется и активная работа по расширению деятельности. Иван Лазаренко, Григорий Николаев, Якутск. В Минсельхозе заявили о полном обеспечении животноводов ветеринарными препаратами. В ведомстве подчеркнули, что российские производители на протяжении многих лет ведут работу по импортозамещению лекарственных средств для животных. Российские животноводы полностью обеспечены ветеринарными препаратами. В министерстве напомнили, что выпуском лекарственных средств против наиболее опасных заболеваний животных занимается в том числе и ряд государственных организаций под эгидой Минсельхоза и Россельхознадзора. Госпредприятиями биологической промышленности регулярно выводятся на рынок новые импортозамещающие продукты и увеличивается объем производства. Минсельхоз каждый год закупает и поставляет в регионы порядка 75 наименований российских препаратов и средств диагностики.
К другим темам. Каждый год Нерюнгринский медицинский колледж выступает в качестве площадки для проведения соревнований «Обилимпикс» в компетенции медицинский и социальный уход. В этот раз за путевку в финал будут бороться 5 участников. Все подробности мероприятия у Ирины Ждановой. Екатерина Булкина выбрала своей профессией сестринское дело. И уже несколько лет посещает классы медицинского профиля, которые созданы на базе Нерюнгринского медицинского колледжа. Здесь нравится ухаживать за больными. Почему я здесь? Почему я сюда попадаю? Потому что мне здесь комфортно, удобно и очень интересно здесь все узнавать. В 7-м региональном отборочном этапе финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2022» в этот раз принимает участие 7 человек. Это школьники из Нерюнгри и Якутска. Поскольку я по своей должности являюсь тьютором, готовила девочку, мою Викторию. И так каждый год ходим в разных конкурсах и узнаем. Компетенция медицинский и социальный уход. Категория «Школьники». Формат дневной стационар на специальной площадке, оснащенной современным оборудованием согласно конкурсных заданий. Осуществление профессионального ухода за пациентами является частью вида профессиональной деятельности любого медицинского работника. В последнее время отмечается тенденция освоения навыков сестринского ухода лицами с ограниченными возможностями здоровья. И тем самым своим личным примером они повышают активную жизненную позицию для своих пациентов. Первый день – день открытий. Это экскурсия, профессиональные пробы и мастер-классы. Шприц, 3 ватных шарика, лекарства, спирт. Второй день будет соревновательный. На площадке дневного стационара с участием статистов-пациентов, которые будут ставить определенные задачи, а участники будут их решать. Основное это, конечно же, уже заложено в названии медицинский социальный уход, то есть осуществить уход за пациентом согласно потребностям пациента, используя оборудование, современное оборудование, используя современные средства иммобилизации, средства для передвижения. Основное в этом конкурсе – продемонстрировать навыки сестринского ухода, в том числе и психологической подготовки. А именно подготовить пациента к проведению процедуры, правильно осуществить все манипуляции и, главное, правильно и безопасно ее завершить. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Работающим мамам хотят сохранить право на пособие продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, хотят установить на уровне не более 50% от общего рабочего дня. Предполагающий это законопроект группы сенаторов планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сегодня, 23 марта. В связи с этим предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой о том, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на получение пособия устанавливается федеральными законами. Национальный проект «Производительность труда» решает для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе. Наша республика также участвует в работе национального проекта. О первых результатах смотрите в следующем сюжете. С 2020 года в республике работает Центр компетенции в рамках национального проекта «Производительность труда». В программе участвуют несколько крупных предприятий, цель которых ежегодно поднимать производительность на 5%. В этом году к программе должны присоединиться 10 предприятий, а до конца 2024 года с региональным центром компетенции должны начать сотрудничество 18 компаний. Мы, в течение 6 месяцев работаем на предприятии. 3 месяца проводится диагностика. Мы смотрим, как работает предприятие, какие-то проблемы ищем, какие-то узкие места ищем. Разрабатываем план мероприятий по решению этих проблем. И в следующие 3 месяца уже этот план мероприятий реализуется. Затем в течение 2,5 лет предприятие само расширяет проекты по бережливому производству, мы оказываем какую-то экспертную поддержку. В числе первой пятерки предприятий, которые приняли участие в пилотном проекте, оказалась и якутская птицефабрика. Коллектив с энтузиазмом отнесся к идее бережного производства и производительности труда и готов внедрять полученные от Центра компетенции знания на производстве. Было реализовано 2 проекта на нашем предприятии. Мы усовершенствовали
как говорится, динамику выполнения заявок в центральной диспетчерской службе. И в убойные цехи подняли производительность до 3000 голов в смену. С помощью нашего государства и руководства республики, я думаю, что мы достигнем тех показателей, которые мы наметили. Руководители предприятий, которые присоединились к проекту, отмечают значительный рост производства, а также экономию по ряду позиций. Сэкономленные средства можно направить на модернизацию предприятия и на повышение зарплат сотрудников. И уже несколько крупных предприятий, увидев опыт коллег, задумались о подключении к проекту. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Как организовать разновозрастной детский коллектив, знают воспитатели детского сада отдаленного поселка Угаян Белецкого и Венкийского национального наслега. Садик Юней считается малокомплектным. Две группы посещают всего 25 ребят. В первую ходят дети с 10 месяцев до 1,5 лет. Вторая группа ведет мальчиков и девочек до школы. В младшей группе сегодня всего 5 воспитанников. Малышей воспитатели не только обучают бытовым умениям. Внимание уделяется и навыкам общения и творческому развитию. Все малыши очень разные, и скучать с ними не приходится, говорят педагоги. С 1,5 до 3 можно научить ребенка, например, горшку, кушать, и самостоятельным быть немножко. Они с малых лет все понимают, им все надо знать. Дети хорошие, маленькие, они еще все понимают, и становятся как родные, и все время вместе. В рамках молодежного фестиваля «Мусу Стар» Министерство образования и науки республики презентует образовательный трек «Молодой ученый», который начал свою работу уже сегодня. Первое мероприятие в формате мастер-класса прошло в стенах Института мерзлотоведения. Темой обсуждения стало, как правильно заполнить грант, чтобы повысить свою конкурентоспособность в научной среде. Лидия Гасанбалаева узнала, почему именно эта тема столь актуальна. Жизнь ученых – это не только экспедиции и открытия, но и кропотливая рутинная работа за столом. Чтобы продвинуть свое открытие или выйти с ним на международный уровень, нужно финансирование. И для этого ученые пишут гранты. Один из важнейших источников финансирования науки – это внебюджетные фонды, гранты. И если вы хотите что-то сделать и добиться каких-то результатов, то желательно вам получить грант. И гранты довольно крупные сейчас, поэтому это большая перспектива для многих исследователей. В Институте мерзлотки молодых ученых немало. Среди них Анатолий Кириллин. Он признается, путь ученого очень тернист. Желание заниматься наукой должно идти от сердца. Ученый должен быть пытлив и любопытен. И только тогда ему откроется дорога в увлекательный мир исследований и новых знаний. Ну, конечно, самое главное – это желание человека работать в направлении науки. У меня было желание с детства, скажем, со школьной скамьи. Потом уже в университете я это продолжил. Курсовые, дипломные работы. Потом здесь уже поступил на работу в Институт мерзлотоведения, сам желаю этого. За эти 10 лет, конечно, каждый год мы проводим экспедиционные работы, уезжаем на полевые исследования. Я лично сам участвовал в Красноярском крае, по всей республике, можно практически сказать. В мастер-классе, которое прошло в очно-заочном формате, приняли участие более 100 человек. Это говорит о том, что наука сегодня интересна молодому поколению якутян. И отрадно, что именно эта сфера в этом году стала ключевой темой молодежного фестиваля. Каждый житель нашей республики может зайти на сайт Северо-Восточного федерального университета, и там вся программа, все ссылки, они кликабельные, ссылки на Zoom, и сидя у себя дома или там где-то с другого точки республики, посетить все любые мероприятия, которые у нас проходятся в рамках вот этого «Мусу Стар» трек «Молодой ученый». Помимо лекций, мастер-классов и круглых столов, в эти дни начала свою работу республиканская научно-техническая выставка «Молодежь, наука, бизнес» в год столетия якутской автономии. Здесь представлены разработки молодых исследователей и изобретателей, которых по всей Якутии не один десяток. Лидия Гасанбалаева, Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. А в Москве завершился 5-й международный фестиваль-конкурс «Таланты России», где школьники из Абыйского улуса Якутии завоевали престижные звания от лауреатов до титулов Гран-при. С какими номерами выступали якутяне и как долго шли к своей цели, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Ансамбль для джек, если называется «Хэт-джек». Но
Ночи в переводе с эвенского означает «северный цветок». И точно прекрасные и нежные создания юные артисты своим выступлением подарили зрителям целый букет эмоций. На конкурсе они представили песню о седже, самом главном танце эвенского народа. Коллектив родом из села Кебергене Абыйского Улуса. Свой творческий номер они готовили 6 месяцев. Национальные костюмы, этномузыка, отточенный вокал – все лучшее слилось в их песне. Отдельного внимания, конечно, заслуживает и эвенский язык. И переводится это как «добрый день». У нас в основном репертуар эвенский, на эвенском языке. Это очень трудный язык. Каждое слово, каждое движение надо все подчеркивать. И передать надо северный, этот колорит северный передать. Поэтому очень плодотворная идет работа, целенаправленная, системная идет работа. И эта работа не осталась незамеченной. Обойдя более 50 коллективов из разных регионов и стран, ансамбль «Ночи» стал обладателем титула Гран-при и получил приглашение в Сочи. Гран-при! Они оказались супер! Мы очень рады конкурсантов из Якутии, ведь они настолько непосредственные, настолько они прямо доброжелательные и артистичные. А какие у них костюмы, а какое у них прикладное творчество. Это просто умельцы на все руки. Также в копилке наград у якутян титул Гран-при декоративно-прикладного искусства, звание лауреата в номинации «Театр моды» и направлении «Народный вокал». Сегодня я очень рада, что я стала лауреатом первой степени. Молодец, мы тебя поздравляем. Спасибо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Выставку из 56 экспонатов Третьяковской галереи представят летом в Национальном художественном музее республики в рамках празднования столетия ЯССР. Уточняется, что на выставке представят живопись 18, 19 и 20 веков, а также скульптуру. Среди них портрет детей волконских с арапом Карла Брюлова, «Бурное море» Ивана Айвазовского, «Весна», «Большая вода» Исаака Левитана, портрет композитора римского Корсакова Валентины Серовой и другие. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.